В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. До конца года на левом берегу реки Лены будут установлены 50 свай о ходе работ по установке свай Ленского моста. На озерах Якутии началась подледная рыбалка мунха. Школьники Алданского района перенимают традиционный вид ловли рыбы. Алекминчане смогут покупать свежие яйца от местного производителя. О хозяйстве и дальнейших планах фермера. 2 недели назад на берегу реки Лена в районе поселка Старая Табага торжественно забили первую сваю Ленского моста. Сейчас на строительных площадках кипит работа, завезены песок и щебень для обустройства. Уже забита вторая свая, а сегодня строители приступили к работам над третьей. До конца года на левом берегу будут установлены 50 свай. Благодаря современным технологиям работы по установке могут производиться в зимнее время. После заливки первой сваи были проведены штамповые полевые испытания, и 30 октября получили протокол, который показывает о том, что несущая способность сваи и грунтового основания соответствуют всем проектным решениям. Это позволило нам продолжить работу по сваям. На сегодняшний день уже работы ведутся по третьей свае. Всего по 6-й опоре у нас будет установлено 32 сваи длиной по 10 метров и в диаметре 1,5 метра. Глубина залегания сваи будет на глубине 10 метров. С первых дней начала специальной военной операции в Якутии было принято решение об организации всесторонней помощи бойцам на передовой. Для улучшения логистики сначала в Донецкой, а затем и Луганской народных республиках были открыты опорные пункты, через которые проходит вся гуманитарная и прочая помощь для фронта. О работе опорников расскажет мой коллега Александр Хавренко. С раннего утра и до позднего вечера несколько машин из опорного пункта отправляются в расположение частей, в которых служат бойцы из Якутии. Главная задача – привезти посылку, поговорить и передать привет от родных и близких. Работают опорники без праздников и выходных. Ну, она как не столько утомляет, сколько... Ну, это наша работа, скажем, да? Чтобы боец получил ту посылку, которую должен получить. Наше направление Херсон, Луганск и ДНР. Бывает наше, расстояние дорог у нас доходит практически, можем проехать и 1000 километров в день. И сейчас дождей нету, из-за этого дороги еще нормальные. Сейчас пойдут дожди, дорог не будет, останется в населенных пунктах только направление. Практически каждую неделю в опорный пункт прибывает делегация из районов Якутии. Недавно приезжали представители Мегна-Кангаласского улуса. Привезли гуманитарную помощь, посылки от родных и пригнали автомобиль, который передадут войска для нужд фронта. Все, конечно, вся страна помогает своим солдатам, но так как наша республика помогает, об этом даже тут уже целые легенды ходят. Даже вот этот автомобиль, когда мы его сюда отправляли, даже не думали, что он будет иметь такой вес, так сказать, да. Приезжаешь сюда на передовую к ребятам, встречаешься с ними, они смотрят на это и видишь на них, на лице, вот как будто немножко кусочек родины приехал, потому что здесь таких автомобилей нет. Год назад еще один опорный пункт был открыт в Луганске. Сейчас в географии его работы Луганская Народная Республика, Белгородская и Курская области. За время работы опорникам удалось выстроить логистику, несмотря на то, что очень часто основные дороги перекрывают из-за активности украинских боевых дронов. Но на всех блокпостах автомобили с 14-м регионом на номере пропускают без задержек. У нас контакты, отношения с командованием очень хорошие. Мы помогаем, они помогают нам. Очень охотно идут на поддержку, отношения. За время работы, конечно же, у нас уже сложились теплые отношения. Друг друга все знают. Отношения у нас не только с командованием, у нас и отношения с администрацией ЛНР, с военной полицией. Татьяна Кириллова во второй раз приехала волонтером в Луганский опорный пункт. Взяла на работе отпуск и приехала помогать. С утра и до позднего вечера Татьяна на кухне. Жарит, варит, печет. Ведь ей надо накормить не только работников пункта, но и бойцов, которые каждый день заглядывают в гости. Волонтерами. Мало того, что нужна помощь, ты получаешь
психологическое удовольствие от того, когда ты встречаешь, когда ты накормил. Вот вчера я так прикинула, сколько человек было, навскидку 17. Это я тех, что в глаза увидела, тех, кого накормила. А еще видела, подъехала машина, я им уже с того конца улицы крикнула: мальчики, все на столе разогреете. И ты получаешь от этого удовольствие, от того, что им хорошо. Опорные пункты – это не только место, куда доставляются посылки для дальнейшей передачи. Это место, где бойцы могут встретиться с земляками, посидеть за одним столом, вспомнить вкус домашней еды и хоть ненадолго, но отдохнуть от тягот и лишений армейской службы. Александр Хавренко, Петр Шестаков. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика. На озерах Якутии началась подледная рыбалка Мунха. Школьники Алданского района в дни каникул побывали в селе Нурагана Мингина-Кангаласского района. Помимо рыбалки, юнармейцы из школ Алдана и Тамота гостили в школе, где поделились опытом работы дома юнармии. Совсем недавно такой статус получила юнармейская организация, действующая на базе Тампонской школы номер 6. В скором времени аликминчане смогут покупать свежие яйца от местного производителя. Скороспелой отраслью занимается один из жителей города. По его словам, цели намного шире, чем просто дать свежую продукцию. Подробности в материале наших коллег. Начинается новая жизнь. Едем домой. Якутск, Алекминск. На парай. Птицеферма в Алекминске. С этими словами Александр Ощепков двинулся в путь. Благополучно прибыв на место, фермер начал строительство курятника. В первых числах ноября куры-новоселы освоят новый дом. Скороспелая отрасль в сельском хозяйстве давно интересовала Александра. Он неоднократно штурмовал кабинеты и конкурсы. У меня бизнес-план на 6 миллионов. В прошлом году, кстати, тоже участвовал, но Министерство сельского хозяйства в Якутске наш проект не поддержали. Ну, я огорчился и сказал им: у нас в Алекминске нету птицеферм, у нас яйца трудно привозить с других районов. И, ну, наверное, услышали. В следующем году буду участвовать тоже в агростартапе. А нынче я свои, уже второй год теряю. И чтобы не терять второй год, я свои 10% от 6 миллионов агростартапа я вложил на строительство хатона и покупку 1000 кур. Обратился он и в администрацию города. Интересы совпали. Мы понимаем, что мы находимся в транспортной изоляции, и нам необходимы свои местные свежие продукты. Недавно мы открыли магазин местной продукции мясной, и вот уже на протяжении, наверное, последнего года мы вот с Александром Ощепковым переговоры вели. Очень интересный проект по обеспечению свежим яйцом жителей города Алекминска. В этом году такой старт он начал. Мы помогли немного финансово на обеспечение теплом этого помещения. Ну и в дальнейшем уже будем выходить на городской совет депутатов, чтобы уже полноценно выделить средства на то, чтобы в городе появилась хорошая птицеферма, которая обеспечит необходимым количеством яйца всех жителей города. Пока это 1000 голов отборной курочки от Нерюнгринской птицефабрики. Весной предприимчивый фермер планирует расширяться. Елена Фаст, Алекминск. 30 лет назад самый первый детский сад Устнеры торжественно переехал из деревянного дома 1946 года постройки в двухэтажное каменное здание с плавательным бассейном. И сегодня коллектив словно подводит итоги своей работы за почти треть века. Подробнее далее. Первый детский сад в Устнере был открыт в 1946 году. Он располагался в специально построенном деревянном доме с просторными комнатами и принимал детей с младенческого возраста. Сегодня первый Устнерский детский сад – это двухэтажное каменное здание, приветливо распахнувшее двери 1 ноября 1994 года. В этот день детский сад получил сказочное название «Золотой петушок».
Благодаря профессиональному мастерству воспитателей, нянечек, поваров, детский сад вот уже 30 лет является настоящим домом для детей и добрым советчиком для родителей. Поздравляю с юбилеем детский садик родной, Петушок. Здесь и я воспитывалась, когда-то выпускалась мой ребенок. Благодарю коллектив детского сада за столь усердный и терпеливый труд. Это очень хороший садик, одни теплые воспоминания. Очень люблю этот садик, и в скором времени я собираюсь сюда привезти еще одного своего ребенка, потому что я доверяю этому детскому саду. На протяжении многих лет здесь прививают детям не только навыки и умение рисовать, танцевать, заниматься спортом. Учат не только читать и считать, но и думать, размышлять и дружить. Учат любить свой дом, свой детский сад, свою родину. В нашем детском саду 6 групп от 1,5 лет до окончания образовательных отношений до 7 лет. Коллектив у нас молодой, активный, желающий работать, много творческих идей, творческих находок. Мы много участвуем в различных конкурсах, участвуем в проекте «Одаренный ребенок». Наши педагоги участвуют в гранте главы района, гранте главы республики и тоже занимают призовые места. Нам сегодня 30 лет, и это только начало. Сегодняшний праздник – это словно мостик из прошлого в будущее. Вспомнили, как было, и уже мечтают о том, как будет. И пусть сбываются мечты, пусть будет больше свежих идей и успешных решений. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. В Вилюйске завершился открытый турнир по боксу среди юношей и девушек на призы главы города. На республиканских соревнованиях, которые проходил 3 дня по 35 весовым категориям, участие приняли 186 спортсменов из улусов и города Якутска. Данный турнир дает юным боксерам приобрести необходимый опыт, улучшить мастерство и подготовиться к другим соревнованиям. В Вилюйском районе в ДЮСШ имени Василия Румянцева занимаются более 1000 учащихся по 16 видам спорта, в том числе и боксом. Я с детства тренировалась, мечтала пойти там на карате либо на боксе. Занимаюсь боксом полгода. Нравится. Сегодня соревновалась, заняла 2-е место. Это мои первые соревнования, мои первые достижения, и я этого достойна. Получить медальки и сделать комнату всю медалями и кубками. К этому часу это все актуальные новости республики. До встречи в эфире.